Итак, начнем с поддержки семейного воспитания. Значит, тут интернет, значит, мы решили, пишешь, мало нарисовали, больше. Значит, симулятор семейной жизни онлайн. Идея была такая, что была такая популярная игрушка Тамагочи. Вот в таком же виде, что вот родился маленький ребеночек. Памперс поменять, вот время пришло, там заплакало и так далее. Не обязательно памперс поменять. Смотрите, есть куча современных симуляторов, кар-механик. Сегодня можно научиться водить самолеты, ЖД-поезда, машины, ремонтировать все это дело. А вот почему-то вот семейной жизни вот эти симуляторы вообще никак не касаются. То есть написать симулятор, где человек может попробовать себя в той или иной роли. Роли родителя, бабушки, дедушки, там, кого угодно. То есть вот такая идея симулятора. Так, дальше у нас поддержка общественных объединений. Ну тут мы вот почти единогласно решили возродить пионерию, ну назвали интернет-пионерию. Ну интернет как будет, для чего? Вступать, онлайн-соревнования, заседания проводить и так далее. Ну, координировать деятельность в более широких масштабах. Так, следующее. Как тут патриотическое воспитание. Ну, тут детские проекты на тему «Моя Россия». Ну, видеоролики, да, вот мы решили? Да. Так, наука. Ну, было вариантов. Было. Победил. А, нет, это. А, да, почему-то он школьный. Подростковый научно-популярный журнал. Идея была какая? Он онлайн-журнал, что чтобы не только взрослые ученые писали какие-то работы, но и, скажем, те же школьники выставляли свои проекты, может, занимались какой-то со своим делом. Журнал, который будут делать сами дети. Да, они потому будут что редактор, да, там не то, что там ученые принимают вот, и там оценивают работы детей, а что дети все сами, полностью весь цикл от написания до обсуждения, редактирования публикаций, все это делали. Значит, следующее это у нас обучение от профи. Это в рамках физвоспитания. Значит, тут была эта идея Ильи, что вот есть, например, ледниковый период, да, что там звезды учатся касаться на коньках. Вот по мнению Ильи, надо признать, если было бы там добавлены такие элементы, как учиться. Вот многие из вас стояли на коньках. А не просто как они. Понятно, что никто из нас, может быть, до двойного тулупа не дойдет, но какие-то элементарные там развороты найдут, просто красивые движения. Нас этому вполне могли бы научить и по телевизору. То есть какие-то мастер-классы зимой посмотрели телевизор, надели коньки и побежали тут на каток. Все это повторяется. А так вы смотрите, ну там там крутанулся 3 раза в воздухе, но я так точно не смогу, и все. А видеоблоги есть такие? А? Видеоблоги есть такие? Не знаю. Ну, значит, надо, чтобы... Одно дело, когда они есть, а другое, когда вот известный человек рассказывает, что вот давайте вот так. Праздник показывал, как он там что-то пытается сделать, у него не получается. Чтобы профессионал показал, спортсмен, как это сделать правильно. Потому что можно же себе там руки-ноги на компьютере ломать. Вот по лыжам в Ютубе есть, а специализированного сайта, по крайней мере, мы не нашли. На Ютубе есть. Вот, да, не хватает. Не хватает, чтобы профессионалы рассказывали, как делать это все правильно, чтобы не навредить себе же, своему здоровью. А просто так, бесплатно. Коллеги, не отвлекайтесь. Значит, следующее трудовое воспитание. Значит, большинство мы решили, что нужно возродить или смочь организовать по новой при школах какие-то предприятия. По созданию стульчиков там и так далее. Есть понятие как школьная фирма, предприятие, ну что-то такое, да? Но никто не знает, как это делать, это когда начинают что-то подобное заниматься чем-то. Идут по всем граблям, которые только и разложены. Вот обобщить опыт, как обойти эти грабли, как сделать правильно, и этот опыт тогда, чтобы другие могли перенимать. Потому что сейчас даже организации, которые хотят создать школьную фирму, они не знают, куда обратиться и как это все сделать. Ну и второе у нас тут 2 предложения. Это сеть тимуровских отрядов под названием «Трудовое путешествие». Трудовое путешествие. Вот сегодня в Москве очень развит, востребован оказался туризм, когда москвичи платят деньги, едут в какую-нибудь Вологду,
и убирают мусор вокруг какого-то культурного исторического объекта. Они за это платят свои деньги, они едут за свои деньги, еще там платят, чтобы их кормили, разместили где-то и так далее. Они готовы платить. Им это интересно. Но тут идея еще была про детей, потому что, ну, в том плане, что создана какая-то карта, да, общероссийская, где есть нуждающиеся в помощи на лето люди. То есть у нас там инвалиды, пенсионеры и так далее, и вы можете поехать, допустим, с семьей, с детьми, или дети, может быть, если которые старшие дети, поехать туда на 2 недели, на 3 недели, чтобы там помочь. Но за это, ну, они там живут вот на юге, например, у бабушки в Краснодаре, условно. Кто-то поможет в своем какое-то районе, такое в соседнем путешествие. поселке, а кто-то поедет в Владивосток из там. Итак, и в рамках экологического воспитания мы предлагаем конкурс экологических, назвали лайфхаков. То есть, Лайфхаки. Знаете, Не что так. такое лайфхаки? то есть полезно, что воду можно же не только, что же там мы говорили, Экономить воду, Экономить воду, покупать как? пакеты, чтобы не покупать мусорные Да, пакеты. мы будем с ними делиться, кто что, у кого что, какие эти самые То, что приоритеты. да. Ну, такой Хорошо, спасибо. Поблагодарим.